Марія Михайлівна принципово не купує твердий сир у магазинах. У некоторых производителей чувствуется, что есть ароматизаторы и, наверное, еще красящие добавки. Я больше верю все-таки тем людям из села, которые продают свою продукцию, чем современным технологиям. Експеримент виробників молочної продукції, сирний продукт або просто соціальний продукт, як називає його головний технолог провідного виробника молочної продукції Лариса Шитова. Коштує він дешевше натурального сиру, а відрізнити практично неможливо. Это продукт, который по органолептическим свойствам напоминает сыр, но в его составе допускается, кроме молочных жиров, содержание растительных жиров. Те заменители молочного жира, которые производят у нас на Украине, очень качественные. И когда мы кладем вместо молочного жира, или кто-то кладет заменители молочного жира, то по качеству отличить его практически невозможно. Вы лично не можете отличить, где сыр, а где сырный продукт? Порой я не могу отличить. Это абсолютно, я вам говорю, точно. До всього сирний продукт ще й вдалий технологічний вихід для підприємств. Адже виготовляти сир із якісного молока – справа не дешева. А замінити у ньому молоко рослинними жирами і взагалі підсудна. Есть молоко разного качества, но все зависит от цены. Если мы получаем хорошее молоко, мы за него дороже платим. Это наше право. Мы выбираем то, что мы хотим. За стандартом виробник зобов'язаний дописувати на упаковці слово «продукт», щоб споживач не плутав сирний продукт з натуральним сиром. А у складі зазначати використані рослинні жири – кукурудзяну, соняшникову олії або більш дешеві – пальмову чи кокосову. У нас пишут так, что даже специалист не всегда найдет то, что написано. 2 грамма вот таких вот гидрогенизированных жиров, еще иммунная система выдерживает, дальше просто идет нарушение работы печени, иммунитета и всего организма. Вот. Что такое 2 грамма? Это 5 грамм твердого сыра, фальсифицированного, в котором все жиры заменены на растительные. Пальмова і кокосова олії належать до твердих жирів, тож при температурі тіла вони не розчиняються, а забивають судини, стверджують медики. Вопрос пользы или вреда того или другого продукта, он остается на совести потребителя. Вот он хочет употреблять сыр, зная, что этот продукт нужно ограничить из-за того, что его чрезмерное употребление может приводить к атеросклерозу и так далее. Он делает осознанный выбор. Відмовлятися від споживання сиру медики не радять, адже лише в 100 грамах добова норма споживання кальцію. А от шукати його в штучному продукті марно. Тому перш ніж купити, уважно читайте склад товару або переходьте на альтернативні, багаті кальцієм молоко, простоквашу, сметану. У будь-якому разі сир чи технологічний продукт їсти вам, аби тільки на здоров'я.